Долг платежом красен. В противном случае ждите полного отключения всех благ цивилизации. Только такие радикальные меры могут привести в чувство некоторых злостных неплательщиков услуг ЖКХ, уверены в администрации Назрани. Недавно в сети интернет появилось видеообращение жителей микрорайона Юбилейный с жалобами на частые перебои с водой и электроэнергией. В чем здесь причина и почему жильцы не платят по счетам, выяснял наш корреспондент Зелимхан Калоев. Обращение от жильцов нового микрорайона Юбилейный в Назрани вызвало резонанс в сети интернет. Люди просто в отчаянии, поскольку из-за соседей-должников им приходится оставаться отрезанными от благ цивилизации. И кто же виноват в этой ситуации? Почему жильцы нового городка вынуждены бить тревогу? Ответ на этот вопрос один – катастрофическая ситуация с платежной дисциплиной. Правда, долг высоким назвать нельзя, поскольку заселились в свои квартиры жильцы не так давно. И не все. Из 1600 квартир фактически проживают только в 300, и многие из них не платят. Тут надо документы хозяйки узер. Пойти, эта хозяйка должна была докучить раз, квартиру, да, алдежда. حيث ديجدا تكون حضل ديجدا تاق مدوقها برش كوارتيرات الموقتي تاق إشكات حتى نتخي أخش داتيل تقت أخر عاش خزايج دوق شغل بعد شاش ليخت بعد داتيل سوتي إيش проблем они у санзалц говорят не платят но квартиры снимать дежда тхо сколько уже приехали с Казахстана мы 12 лет и снимать дежда тхо квартир. Я здание губяхая, не платят люди, Словом, это далеко не единичные случаи. Мы бы рады платить, говорят квартиранты, да не знаем, как с бумажной волокитой разобраться. И пока одни выясняют, кто и как должен платить, неудобства испытывают все без исключения, особенно семьи с детьми. Ханс оплачивает, да, ваш так коммунальный Ханс трукселхан хаян что он у хадя дом уже мдиешь пока договора туда-сюда анда счетчики жлахты же бол бежи Ханс договор дали кяхты жисти делал чеше перже счет я оплаты гожан иш договор же и я хожу даже тут сухачун багда ял что хая сашико ботма сук хадиса что пока я он оплаты ешь да просто договор хамцахан да кяхты да оплаты. На радикальные меры местная власть пошла только когда поняла, что взывать к совести бесполезно. Традиционные частные обходы домов с просьбой погасить задолженность за потребленные ресурсы пользы не принесли. Единственным справедливым решением, по мнению коммунальщиков, оказалось отключение света и воды, после которого жители запаниковали и даже пошли на диалог с чиновниками. Абсолютно не хотят платить. Якобы они платят по договорным условиям, платят с квартиросъемщиками, то есть с арендателями квартир, и что они платить не должны. И в связи с этим мы вчера были здесь, было принято решение отключить все коммуникации, но опять же это было бы несправедливо к добросовестному плательщику за свои коммунальные услуги, а они здесь тоже есть. И поэтому мы дали срок до 30 октября всем заключить договорные отношения с ресурсопоставляющими организациями. Пока одни не платят, другие вынуждены испытывать дискомфорт. К примеру, Тамила Глесханова, хоть и живет в съемной квартире, счета за коммунальные услуги оплачивает регулярно. Это примерно 3500 рублей. Говорит, что если не делать это своевременно, задолженность растет и становится большой неприятностью для владельцев жилплощади. Мы стараемся платить каждый месяц, потому что снимать накопиться до 20 штатил. Кезик уж. Духаваша хитис. А так цачада дал чешуалах чара, да мы же не виноваты, что у нас отключает свет, воду, там бирж, ишмиш, хи, иш, вахш меточки, свет, все же надо. В микрорайоне Юбилейный функционирует специальный штаб, занимающийся его содержанием. Здесь на условиях договора готовы решать вопросы и по линии ЖКХ. Специалисты говорят, что при желании жильцов всегда можно прийти к компромиссу и не доводить ситуацию до крайности. Такой человеческий фактор есть, значит, люди такие, что
задеть, хотят задеть чем-то. Ну, момент такой бывает, вот день-два, хорошо, да, машина сломала в ЖКХ, ну, нету возможности у них приехать, вывезти, да. Вот кучка аути, вот собирается небольшая кучка, и раз цепляется за этот момент, там фотографии, там интернет, все начинается работать, как бы кому-то насолить, может специально делается. Вот, такие вопросы. Ну, стараемся мы, из себя выходим. Первый раз терпения у местных жителей хватило всего лишь на сутки, спустя которые они сами пошли на диалог с властью. Поняв, что последние настроены решительно, люди согласились оплачивать по счетам. Если до 1 октября задолженность не будет погашена, отключение света и воды повторится. Правда, теперь уже эти меры будут применяться поадресно. Зелимхан Калоев, Рамзан Сурабов, Новости 24.